Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Давно мы не говорили на грузинскую тему, но сейчас пора, наверное, вернуться к этому разговору, тем более есть какие-то были информационные поводы для этого. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Здравствуйте. Но сегодня 27 мая запись идет в этот день. Вчера Грузия отмечала очередной свой день независимости, и они в очередной раз заявили о том, что грузины будут вместе со своими абхазскими и осетинскими братьями строить свое государство. До этого, за пару недель до этого, в Москве встречались представители грузинского и российского бизнес-сообществ, то есть они представляли некие ассоциации. И в ходе этого разговора, в общем-то, был сделан такой определяющий вывод, что для развития этого всевозрастающих торгово-экономических отношений между Грузией и Россией, в общем-то, необходимо задействовать уже железную дорогу, так как все те имеющиеся в наличии логистические варианты, они уже на максимуме. То есть, если говорить о железной дороге, то это железная дорога, идущая через территорию Абхазии. Как ты смотришь вообще на эту перспективу? Да, понятно, что сейчас бизнес-сообщество... Здравствуй, Астамур. Да. Да. Как ты смотришь... на первый взгляд, по мне, на первый взгляд, вроде бы, что такое ассоциации, да, там представители каких-то бизнес-ассоциаций встретились и договорились, но мы-то понимаем, если знать контекст, что очень много вещей, которые под марками такого рода бизнес-ассоциации в грузино-российских отношениях и происходит, да, и в силу того, что, допустим, нет до сих пор этих дипломатических отношений, но тем не менее какие-то очень активно развиваются экономические отношения между этими странами, товарооборот растет с каждым разом, Грузия стала важным хабом для России в качестве как хаб для импортозамещения, да, то есть Грузия используется как реэкспорт, в качестве реэкспорта товаров территория используется. И такое ощущение, что эти бизнес-сообщества в виде общественных организаций, это такая закамуфлированная такая площадка, где, в общем-то, достигаются эти договоренности. Слушай, есть фактическая ситуация, с которой не считаться невозможно. Есть юридическая сторона вопроса, о которой ты сказал, в рамках которой отсутствуют дипотношения, какие-то официальные каналы для сотрудничества. Но вместе с тем есть так называемые швейцарские представительства, которые на самом деле являются такими посольствами, усеченными посольствами Грузии и России. Там работают и грузинские, и российские дипломаты, соответственно. Естественно, развиваются и неформальные контакты между бизнес-сообществом. Это ничего удивительного нету. Вообще, кстати, если смотреть в ретроспективе, грузинским политическим элитам всегда было свойственно такое историческое чутье. Они, как правило, безошибочно делали ставку на сильных игроков. Мы вспомним, как возникали российско-грузинские отношения, потом, как они трансформировались. Сейчас такая для Грузии неопределенная ситуация, она хочет сохранить хорошие отношения со всеми внешними акторами. Что касается интересов России,
Мне кажется, что, конечно, преувеличивать значение Грузии в качестве непосредственного торгового партнера не стоит. Вот. Это для России вряд ли способно заместить ее многочисленные потребности во внешней торговле. Вот. Но Грузия является стратегической территорией. В том смысле, что она является такой центральной южно-кавказской державой, через которую проходят все стратегические коммуникации. Вот. И не случайно вопрос возник по железной дороге. Потому что мы видим, что в восточной части, мы уже неоднократно об этом говорили, вот, уже больше, наверное, года, может, 2 года говорим, о том, что те изменения, которые произошли в ходе Карабахской последней войны, вот, они привели к повышению роли Турции в регионе. Вот. Растет влияние Азербайджана в качестве такого младшего, но очень важного турецкого партнера. Вот. И Армения, в силу того, что она оказалась в таком коммуникационном тупике, она постепенно, несмотря на вот всю эту многолетнюю идеологию, вот она постепенно может перейти в сферу влияния Турции. Вот. Этот процесс, несомненно, ускорится, если будет открыт Зангезурский коридор. И здесь, конечно, есть перспектива, когда возникнут конфликты интересов между Турцией и Россией. Вот. В этой связи, мне кажется, что открытие железной дороги, да не только железной дороги, вообще транзита через территорию Абхазии может служить компенсацией вот этих стратегических потерь вот, на востоке Южного Кавказа и способствовать примирению интересов, чтобы эти коммуникации служили развитию всего региона, и в то же время они поддерживали стратегические интересы этих внешних игроков, которые в разных сложных отношениях находятся друг с другом, непростых отношениях. Внешне это вот, они кажутся такими добрыми отношениями между Россией и Турцией, но они исторически довольно напряженные. Это иногда и выливается в определенное обострение. Это и на Ближнем Востоке происходило, и на севере Африки происходило, и на Южном Кавказе. Вот. Есть такой другой еще игрок, его не нужно забывать, это Иран. Вот. Тоже достаточно крупный игрок для Южного Кавказа и для Ближнего Востока. То есть, если и внутренним, и внешним акторам удастся договориться по формуле такого бесконфликтного сотрудничества на основе возобновления работы этих коммуникаций, то мы получим долгосрочный мир в нашем регионе. Вот. Естественно, здесь возникает вопрос о нашей роли. Кто мы такие, потому что мы признаны только Россией. Я сейчас как бы чуть-чуть о нашей роли мы потом поговорим. Зангезурский коридор, о котором ты упоминал, Иран на прошлой неделе заявил о том, что в той форме, в которой, допустим, открытие этого Зангезурского коридора представляет себе Баку, он не допустит. Он не допустит. И, в принципе, я в это верю, что, как бы, тем более это все у границы с Ираном находится, и как бы, если этот коридор будет открыт, это действительно как бы очень сильно бьет по безопасности самого Ирана, и Турция всегда была таким конкурентом. И с одной стороны Ирана, с другой стороны Иран видит в Турции некого проводника, в общем-то, как бы союзника Соединенных Штатов Америки. Здесь вот как бы такая конфигурация. Это старые игроки, которые взаимодействуют друг с другом еще до появления Соединенных Штатов Америки. Вот. Да, никто не хочет остаться с носом, вот, грубо говоря. И вот эти заявления Тегерана надо рассматривать в том, что мы не позволим без нашего участия
осуществлять вот эти коммуникационные всякие проекты. Вот. Ведь не случайно вот эта формула была предложена 3+3. Вот. Грузия в ней официально не участвует. Вот, получается 3+2, и то так спорадически. Вот. Но, тем не менее, на двусторонней основе она с Россией и с другими акторами она взаимодействует. Но этот проект пока не заработал. 3+3. Встречи какие-то проходили в этом формате. Надо думать, во что его можно трансформировать. И здесь возникает вопрос о судьбе непризнанных государств, или частично признанных государств. В первую очередь нас волнует наша судьба. Потому что с точки зрения коммуникации мы наибольший интерес представляем. Вот. Здесь и весь комплекс коммуникаций, и порты, и аэропорт. И, кстати, обрати внимание, что Грузия особо резко не выступала по вопросу открытия Сухумского аэропорта. Были дежурные такие заявления сделаны, но особого пиара такого негативного в этой связи не было. Что на определенные мысли тоже наталкивает. Ну, а с другой стороны, что она могла сделать? Нет, понятно, что они ничего не могут, кроме заявить, как препятствие, но форма тоже имеет значение, форма этих заявлений. И интенсивность, так скажем, работы на этом фронте. Вот. Мне кажется, что в целом такой можно испытывать умеренный оптимизм, что в регионе можно добиться какой-то разрядки, чтобы регион не оказался втянут в какое-то глобальное противостояние, не дай бог, военное. Вот. Здесь, конечно, еще раз, просто мы много раз говорим, можно сказать, что мы повторяем одно и то же, но просто других не видится механизмов. Вот. Как восстановление какой-то переговорной официальной площадки международной, с участием Абхазии, Грузии, России, международных организаций, чтобы появился какой-то такой промежуточный механизм, как у нас был вроде Координационного совета, через который стороны могли бы, во-первых, взаимодействовать друг с другом, во-вторых, реализовывать различные проекты, в том числе с международным участием. Чтобы это не ставило такой острый вопрос о признании или непризнании. Вот. Грузия, у нас есть опыт, когда Грузия нас признавала в качестве стороны в конфликте, с которой она также в качестве стороны в конфликте взаимодействовала. То есть здесь, мне кажется, есть поле для такой интенсивной, широкой работы и экспертов, и дипломатов. Нужны нетривиальные решения. Это ты в том числе и о транзите? В первую очередь. В первую очередь о транзите, потому что, когда говорят, геополитика, она же не абстрактная. Она строится вокруг каких-то точек экономического, военного влияния. Вот. Вокруг коммуникаций. Вот, будь то это, не знаю, древний шелковый путь, коммуникации через тот же Южный Кавказ, 19 век мы можем вспомнить, начало 20 века, как вокруг этого развивались отношения разных государств. Вот. И здесь, что называется, пока поле не распаханное, и можно сделать так, чтобы на нем что-то хорошее вырастет, а не конфликт. Вот, потому что в перспективе конфликта тоже существует между и региональными акторами, и с участием международных акторов. Вот, надо над этим работать, чтобы этих конфликтов не было. Ну, мы об этой теме транзита говорим, наверное, вот уже конкретно, реально, о том, что 2-3 года говорим. 2-3 года говорим, но сейчас... В общем, мы не Совет Безопасности, да. Поэтому трудно ожидать, что все сидят и слушают, что это вот эти там двое скажут. Понятно. Здесь должна созреть некая ситуация. То есть за последний год очень сильно изменилась ситуация, мне кажется, вот именно в самой Грузии. С момента вот за год, вот если брать точка отсчета там 26 мая,
когда грузинский премьер Кобахидзе сказал: мы к 30-му году войдем в Евросоюз с Абхазией, с нашими братьями абхазами и осетинами к 30-му году. Сейчас... Мы не знаем, где будет Евросоюз в 30-м году. Да, но сейчас уже заявлений про Евросоюз не было. Мне кажется, это совсем становится абстракцией, да. Поэтому какой смысл об этом говорить? Более того, сейчас вот этого вектора европейского, при всем том, что какая-то риторика есть, мы в Европу хотим и так далее, тем не менее, со стороны Европы по отношению к правительству грузинскому идет явный игнор. То есть это не только со стороны Евросоюза, даже сейчас американский конгресс принял, в общем, закон, который как бы бьет по верхушке грузинской мечты и грузинской власти, да, то есть попадает под санкции. То есть кругом для всех этих Иванишвили и его партии, в общем-то, кругом одни капканы, да, то есть вот этот Запад, который был всегда как бы рядом, где были все открытые дорожки, он как бы становится все узким. Во-первых, вот этот тезис про коллективный Запад, я как-то говорил на нашей одной передаче, что это совершенно необоснованное клише. Никакого коллективного Запада не существует, потому что есть разные интересы разных игроков, отличные друг от друга. Ситуация пока все больше это проявляет. Вот. Мы наблюдаем, нам кажется, мы находимся, потому что в то время, когда происходят глобальные перестройки. Но что нам остается, мы, конечно, не можем, потому что будущее вариативно, мы не можем прогнозировать, чем это все закончится. Вот. Но не впервые происходит конфликт между европейскими игроками. Россия является также европейским игроком. И мы можем вспомнить и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и Семилетнюю войну 18 века. Кстати, наполеоновские войны. Всегда, в каждом веке, во-первых, была своя, в кавычках, мировая война, да, начиная с 18-го. Вот. Но всегда она начиналась с противоречий на европейском континенте. Вот. Сейчас идут, исходя из новых технологий, новых информационных каких-то новых информационных возможностей, это все, естественно, приобретает какие-то другие формы. Но суть того, что существует противоречия именно на европейском континенте, у европейских игроков это не меняет. Вот. Поэтому вот то, что сегодня кому-то объявляют санкции или какие-то законы против сирийских этих деятелей, их вообще считали террористами, а сейчас им открыли вообще банковские операции через Соединенные Штаты Америки. Вот, хотя и полно видеокадров, как эти люди себя вели во время боевых действий. Вот. Несмотря на это, все закрыли глаза. И Анна-Лена Бербок прилетала, с ней за руку не поздоровались, кстати, в Дамаске. Вот надо вспомнить. То есть мы сейчас переживаем, когда вот старый мир, он переживает, слом происходит практически, и международного права, и все это вообще оно становится очень эфемерным, порой даже пародией на само себя. Я об этом и говорю. Вот старые стереотипные схемы дружбы, как бы сотрудничества и векторов развития, они быстро меняются, да? То есть Сирия была, собственно, под санкциями огромного количества стран. Сейчас как бы Соединенные Штаты сняли все санкции с той же Сирии. Та же Грузия. Россия налаживает сотрудничество с
Талибан. С Талибаном, Их они отменили, по-моему, да, или еще не отменили? Пока еще нет. Ну, пока они признаны экстремистской, ну, по-моему, экстремистской террористической организацией на территории России, если не ошибаюсь. Уже, кажется, отменили. Отменили? Да. Ну, во всяком случае, к этому дело шло. Вот. Но я к тому, что сейчас вот как бы представление о Грузии, ее месте, ее целях и задачах, устремлениях, оно тоже меняется. Вот это изменение может ли, допустим, повлиять на более интенсивное как бы развитие вот в этом направлении в плане, опять же, открытия железной дороги, там, как бы создания, вот, восстановления вот этих транзитных дорог? Это может, несомненно, к этому привести, но мы должны чуть-чуть опуститься на нашу землю. Мне кажется, что абхазская сторона, ее дипломаты, эксперты, они должны предлагать публично приемлемые для себя модели. Вот это надо делать. Потому что, когда дойдет дело до конкретных переговоров, чтобы в этом кейсе было видение абхазской стороны. Потому что, чтобы так не получилось, что нам откуда-то сверху уже договорились крупные игроки, нам поставили перед фактом. Если ты свои предложения подготовишь, с ними их изучат, с ними будут считаться. Потому что они же должны понимать, в чем наш интерес и что для нас является приемлемым. Вот об этом надо постоянно публично говорить. Надо, во-первых, обдумать этот вопрос, обсудить внутри нашего общества и предложить его для внешнего потребителя. Ну, вот мы сейчас затронули, уже вернулись к нашей абхазской теме. Мы, в общем-то, понимаем, что мы должны, в общем-то, заявлять о своих интересах, говорить что-то, говорить, фокусировать свое внимание на проблеме, предлагать различного рода варианты. Пока вот этого нет. У нас, если смотреть на новую власть, которая избрана, новая старая власть, в основном она как бы некое продолжение старой власти, хотя в таком обновленном немного варианте, но тем не менее должны быть какие-то идеи. Уже 2 месяца прошло, я вот пока, собственно, не вижу каких-то фундаментальных вещей по развитию, стратегическому развитию Абхазии. Как нам дальше развиваться вот в контексте нынешней сложной ситуации в мире? На чем нам развивать экономику? Как быть с энергетикой? Как относиться ко всем этим перетрубациям, которые сейчас происходят в мире, где ломаются старые отношения, возникают новые отношения, как нам выстраивать свое поведение вот в этом контексте. Пока вот этого ничего нет. Вот хотелось бы вот услышать твое какое-то видение или твои какие-то рекомендации в этом плане. То я думаю, не совсем согласен, что это какой-то легкий апгрейд произошел. Мне кажется, власть претерпела существенные изменения. И в персональном составе тоже. Потому что важнейшие посты заняли люди, представляющие новое поколение. Но они были тоже... Они были замами на каких-то второстепенных должностях. Это раз. 2. Мне кажется, идейно она тоже отличается от своих предшественников. Вот. Сейчас у нас очередной такой, вот по результатам выборов, вот мартовских, у нас сейчас такой, можно сказать, очередной конфетно-цветочный период с Россией. Вот. Мне кажется, его надо максимально использовать. Во-первых, для реализации каких-то проектов, в том числе и тех, которые мы до этого говорили, коммуникационных, для улучшения социально-экономической ситуации в Абхазии, налаживания каких-то экономических там связей в области туризма и так далее и тому подобное. Вот. Это, мне кажется, сейчас благоприятная ситуация для этого. Вот. С учетом еще смены кураторов, вот, мне кажется, что
окно возможностей для этого сейчас открыто. Вот. Что еще? Мне кажется, что нынешней власти не хватает, при том, что много репортажей, но они носят такой официальный дежурный характер. Не хватает публичности. Нужно выступать постоянно, гораздо чаще, особенно первому лицу, с разъяснением своей политики. Вот. Потому что так устроено абхазское общество. В нем наше общество, оно привыкло к непосредственному контакту с руководством. И такая наша культура политическая. Вот. Второе. В силу того, какой у нас контекст вокруг, вот, мне кажется, что назрело вообще вопрос о заключении какого-то конкордата между политическими силами, будь то провластные, оппозиционные, все прочие, вот, которые у нас активно действуют, попытаться заключить какой-то документ, в котором будут отражены общие ценности, которые все участники политического процесса, которых будут придерживаться. Вот. Естественно, это не отменит внутриполитической борьбы, но какие-то базовые вещи надо оговорить. Неоднократно такие попытки предпринимались последние 10 лет. Но мы должны понимать, что у нас сейчас контекст не такой, как в 2008 году или в 2014 году. Сейчас ситуация вокруг и у нашего стратегического партнера совершенно иная. Вот. Поэтому здесь нельзя допускать каких-то обострений. Тем более, чтобы какие-то политические силы, они для получения каких-то конкурентных преимуществ, как это делали предшественники, обращались в Москву. Вот. Здесь есть вещи, которые мы сами должны решать. Потому что базовые вещи во взаимоотношениях с Россией, они остаются неизменными для всех участников политического процесса. То есть, мне кажется, что это обязательно нужно сделать. Вот. Ну, понимаешь, может, это высокий стиль. То есть ты говоришь о том, что мы должны избежать ситуации, когда у нас в выборах, в общем-то, Москва делает откровенную ставку на одного кандидата. Это частность. Это частность. Я говорю не о выборах, я говорю о текущем моменте. То есть мы должны попытаться сформулировать принципы внутренней и внешней политики, которые обеспечат сохранение нашего государства в качестве субъекта. Мы должны показать, что абхазы как субъект, народ Абхазии как в качестве субъекта, он должен участвовать во всех этих раскладах. Вот. В чем наша роль? Мы должны это показать. Есть другой еще момент. Естественно, нам нужно вести диалог и с грузинской стороной, ну, по крайней мере, по практическим вопросам. Потому что наша главная цель, вот опять я не хочу в высокий стиль уходить, но вот помните, ну, для формирования вот после, допустим, с конца 50-х годов до конца 70-х годов прошлого века в Абхазии создались условия, когда сформировался то, что мы назвали поколение, которое не видело войн, репрессий, вот, и оно дало такой цвет нации, что называется. Наша война 92-93 года, много представителей вот этого поколения, они погибли, потому что при защите Родины. Вот. Сейчас мы должны постараться как можно сделать все. Вот сейчас то поколение, которое у власти, оно все-таки обожженное войной. Оно прошло через эти трудности, и когда экономические, финансовые, света нету, блокада, куча бытовых элементарных проблем. Это, естественно, накладывает свой отпечаток. Вот сейчас у нас с начала 2000-х годов формируется поколение, которая не видела вот этих всех бед
растет в мирной независимой Абхазии. Они другую Абхазию не знают. Они знают только независимое абхазское государство. Вот максимально сделать так, чтобы это поколение встало на ноги, чтобы к нему перешла вот в мирных условиях эстафета в управлении Абхазией, в решении ее различных проблем. На это должна быть нацелено усилия сегодняшних политиков. И внешнеполитические, и внутриполитические. Чтобы у нашей нации были перспективы. Чтобы она участвовала в каком-то международном процессе, модернизировалась. Вот, много проблем. Демографические, языковые, культурные. Все эти проблемы надо решать на современном уровне. Уже методология 70-х годов, мы видим, она для этого не подходит. Вот такая вот, мне кажется, когда мы говорим о перспективах, о будущем Абхазии, мы должны вот об этом задумываться. Все политические игроки должны об этом думать. Насколько наше общество уязвимо, вот, какие, допустим, шаги здесь мы не можем предпринимать, какие могут угрожать нашему существованию. Вот об этом мы должны договориться. Это, кстати, будет и говорить о нашей зрелости. Сейчас вот, кстати, с одного на другое, скажу все-таки, сейчас комиссия работает по конституционной реформе. Я вообще, в принципе, сторонник конституционной реформы. Но мне кажется, что время для ее проведения, оно чуть-чуть упущено. Этим вопросом сейчас, мне кажется, его нужно, наверное, на экспертном уровне отработать, но непосредственно реформу конституционную или реформу избирательного законодательства я бы отложил в сторону. Там и на меня сейчас, конечно, могут... Но мне кажется, это может привести к последствиям, которые нами пока плохо прогнозируются. Вот. Но во всяком случае, какая-то может быть правовая и политическая дестабилизация, может к этому привести. Потому что, вот, допустим, звучат у нас призывы сделать смешанную или пропорциональную полностью систему. Но если ты ее сделаешь при нынешней конституционной архитектуре, это рано или поздно приведет к узурпации власти. Вот. Поэтому все эти вещи мы должны учесть, мы должны как-то пройти этот этап сложный, то, что у нас вокруг происходит. И все наши шаги, в том числе в области реформирования политической системы, мы должны соотносить с тем, что вокруг нас происходит. Есть ли у нас на это ресурсы и время. Вот. Я извиняюсь, что... Я согласен со вторым принципом о том, что мы все наши шаги должны как бы в контексте того, что происходит вокруг, соизмерять. Но я не согласен с тем, что узурпация власти, она у нас происходит, и так уже давно происходит в силу того, что у нас есть одна единственная власть. Власть, в общем-то, выстроенная, где есть и законодательная, и исполнительная, и судебная, все находятся... в общем-то, в одной связке. Мы, конечно, вспоминаем парламент, но тот же парламент 15 ноября готов был проголосовать, в общем-то, за ратификацию, только, в общем-то, вмешательство со стороны... Я знаю, что я сам себе противоречу. Да. Потому что мы этот вопрос много раз обсуждали. Я не говорю, что это вообще от этой идеи отказаться. Я говорю, что нам нужно предпринять на внутриполитическом поле шаги, которые будут способствовать повышению взаимного доверия между политическими силами, чтобы преодолеть вот этот сложный исторический этап и потом вместе выработать модели реформ. Если я верил бы в то, что у нас можно провести такие реформы бесконфликтно, без каких-то очень явных, субъективных каких-то факторов, вот, то я обеими руками за. Я предлагаю просто подождать некоторое время. Или, по крайней мере, использовать не просто сложа руки подождать, а взвесить все за и против, качественно провести экспертизу этого процесса. Чем я согласен, это с тем, что нужно, наверное, всем политическим силам
выработать некую ситуативную дорожную карту, определить для себя не только стратегию развития, но и определить красные линии. Красные линии, за которые мы не будем выходить, в общем-то. Да. Но опять же, инициатором здесь не может быть Иванов, Петров, Пупкин, даже если он представляет какую-то организацию. Здесь инициатива в любом случае всегда должна исходить от власти. Власть должна инициировать такой разговор, такую идею. И вот если уже тогда откажутся там какие-то под каким-то разным соусом все эти политические оппозиционные организации общественные, то тогда другой разговор. Но так или иначе этот разговор о том, что необходим такой разговор и инициировать, Для начала, мы же живем в обществе, где друг друга мы все знаем. Есть у нас свои традиции общения. Вот. Мне кажется, нетрудно сделать. Я согласен, что в первую очередь ответственность, инициатива лежит на власти. Можно сделать какие-то заявления, шаги, встречи провести, которые улучшат климат в сфере доверия, чтобы потом уже принимать какие-то решения. Вот. Ну да, есть разные варианты. Сперва встретиться в неформальной обстановке с одними игроками, с другими, с третьими, с четвертыми. Не знаю, это пусть думают. Все методы хороши. Так вот, мы за методы, которые, в общем-то, приводят к некому развитию, и, наверное, я на этом буду заканчивать. Мы сегодня говорили о том, и о грузино-абхазских переговорах, и о проблемах, которые существуют внутри нашего государства, внутри нашей политической системы, и так или иначе, которые отражаются и на развитии государственных институтов, на развитии самого государства, и на самом гражданском обществе. Астамур, большое спасибо. Спасибо. Да, до следующих встреч. Извините, я немного простужен, покашливал, но вот как бы... Ну ты тоже человек. Да, я тоже человек. До свидания. Счастливо. До свидания.